Вот те самые фазаны, которых Багаудин Магушков выращивал у себя на семейном приусадебном участке. За год было выпущено 500 птиц в естественную среду обитания, что способствовало сохранению популяции в лесах Ингушетии. Эти кадры его вольеров были сделаны в прошлом году, тогда насчитывалось 1000 особей, сегодня их всего несколько. Вот сейчас этот вольер уже пустой, здесь чуть-чуть досажу траву, выведу новые потомства, так сказать. И буду дальше заниматься этим делом, работать. А это все чисто, чтобы отпустить. Что такое это? 1000 голов для нашей республики, грубо говоря, в сезон. Это вообще капля в море. Это вообще мало территории, если взять. Предгорные леса, такие леса вот, в Малгобекском районе. Надо выпускать, насытить природу надо. А она пустая, тут ничего нет, по большому счету. Создавать целый генофонд – дело непростое и затратное. Только на корма у Багаудина ушло порядка 150 тысяч рублей. А выгоду он получает только одну – радует свою душу, зная, что способствует созданию биоразнообразия наших лесов. Накануне на совещании в правительстве Махмуд Али Калиматов отметил работу птичника и поручил оказать помощь в разведении дикой фауны. Появился мужчина, очень такой солидный, прям благородство прям. Фазанов разводит. Вообще поразил меня. Их там 1000 прям. И потом, это через Минприроды, может быть, программа какую-нибудь, через Минэкономики. Подумайте, дайте ему. Хозхамиис. А потом он говорит, а что делать будете? Я говорю, выпускать их буду в природу. Там много чего нарушено, флора, фауна нарушена. Поэтому с пользой давайте проведем эти вещи. Беседуйте, надо будет, выезжайте и смотрите. Но это очень важная ситуация, о которой вы говорите. Я имею в виду Минэкономика, которая считается гранты и субсидии, которые вы можете выдавать. И, кстати, это касается и всех министерств. На днях вот мне сказали, глава на совещании озвучил мою тему. Мне было это даже приятно, что глава обратил внимание на это. Я думаю, сейчас все тронется с мертвой точки. И уже со стороны властей наших, министерств наших, которые непосредственно заинтересованы, наверное, будут в этом, так сказать, в этой популяризации, которую я начал сейчас. Теперь Багаудин Магушков планирует заново восстановить свою ферму. Сейчас он купил около 1000 яиц для выращивания дикой птицы в инкубаторе. На этом его планы не заканчиваются. Я хочу предложить создать экоферму в нашей республике, чтобы у нас экоферма была именно связанная с разведением дичи, не именно там одних фазанов, там перечень есть, который можно развести, показать и гостям республики, и вообще, и выпустить, также выпускать в природу их для наших охотников. Кавказский вид фазана считается исчезающим. Раньше их часто можно было увидеть в горных и предгорных районах. Но сейчас популяция птицы сократилась. В 2000 году стрелять в фазана запретили, а вид занесли в Красную книгу. Большая, правда, сейчас просьба нашим охотникам. Сейчас не стреляйте, не убивайте эту нашу дичь, которую мы сейчас выпускаем. Все-таки надо сохранить ее сперва, накопить, а потом уже спокойно можно будет ходить и брать свои лицензии, наверное, в охотхозяйствах и заниматься своим промыслом, так сказать, охотничьим для себя, там, для отдыха. В настоящее время выделяют до 32 видов обыкновенного фазана, отличающихся друг от друга окраской. Фазан обыкновенный является распространенным объектом охоты и относится к одомашенным птицам. Фермерские хозяйства разводят его из-за быстрого набора веса, неприхотливости в еде и вкусного мяса. Заводчики надеются, что в скором будущем количество веерохвостых увеличится в десятки раз. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Джамал Султыгов, Новости 24.